Добрый день, уважаемые участники конференции. Меня нормально слышно, да? Да, все очень хорошо. Ага. Прошу прощения, возникли технические неполадки. Разрешите представить доклад на тему о вопросах реализации Закона Республики Саха-Якутия о языках в Республике Саха-Якутия. Хочу поздравить вас с декадой, посвященной Дню родного языка и письменности в Республике Саха-Якутия, который проходит ежегодно 13 февраля и был учрежден в честь дня рождения первого якутского лингвиста, создателя якутской письменности, педагога, выдающегося просветителя и общественника Семена Андреевича Новгородова. Отмечу, что данная конференция проходит в рамках объявленной декады. Языковая политика в Республике Саха-Якутия является составной частью государственной политики и направлена на создание благоприятных условий для развития и сохранения государственных и официальных языков в Республике Саха-Якутия. Поддержка, развитие, укрепление государственных языков есть главное средство консолидации, диалога культур, гармонизации единого информационного и социокультурного пространства. В 1992 году в целях сохранения, развития и использования родных языков был принят Республиканский закон о языках в Республике Саха-Якутия. В последние годы вопросам сохранения родных языков уникальному информационному хранилищу культуры разных народов в нашей республике уделяется серьезное внимание. В докладе я обозначу несколько основных направлений, по которым нашим управлением была проведена кропотливая, целенаправленная работа с муниципальными комиссиями и исполнительными органами государственной власти Республики Саха-Якутия по реализации закона о языках. Разрешите, я сейчас презентацию включу. Видно, да? Вот появилось, все нормально. Угу. Важным этапом языковой политики и языкового планирования стало создание в 2018 году Управления по вопросам развития языков администрации главы Республики Саха-Якутия и правительства Республики Саха-Якутия. Основными задачами управления являются обеспечение реализации полномочий главы Республики и правительства Республики в области формирования государственной политики по вопросам развития государственных и официальных языков, создание условий и эффективных механизмов по функционированию, сохранению, изучению, развитию государственных и официальных языков. Сейчас. С 2019 года реализуется государственная программа сохранения и развития государственных и официальных языков в Республике Саха-Якутия на 2020-2024 годы. В целях формирования нормативной базы путем консолидации заинтересованных исполнительных органов государственной власти Республики, органов местного самоуправления Республики, научных, образовательных учреждений и общественных организаций управлением была разработана концепция сохранения, изучения и развития государственных и официальных языков и утверждена указом главы Республики Арсением Сергеевичем Николаевым. В соответствии со статьей 7 Закона Республики Саха-Якутия органы местного самоуправления полномочны самостоятельно решать вопросы сохранения, развития и использования языков народов, проживающих в республике, с учетом действующего законодательства. В связи с этим управлением по вопросам развития языков во всех муниципальных образованиях и городских округов республики созданы муниципальные комиссии по развитию и сохранению государственных официальных языков при главах муниципальных образований республики. Разработан и утвержден типовой регламент работы муниципальных комиссий. Работа муниципальных комиссий способствует формированию единого подхода к обеспечению работы по упорядочению наименований административно-территориальных единиц, населенных пунктов, социальных объектов, физико-географических и других объектов, уточнению и изменению транскрипции их наименований и присвоению собственных имен лиц государственным юридическим лицам, а также восстановлению и сохранению исторических названий как составной части историко-культурного наследия.
Управление взаимодействует, консультирует, оказывает методическую помощь в работе муниципальных комиссий. Проводятся координационные совещания по видеоконференц-связи с комиссиями по развитию и сохранению языков всех муниципальных образований и городских округов. Расширение сферы применения государственных и официальных языков является естественным и необходимым атрибутом общественной жизни. Согласно закону Республики Саха-Якутия о языках в Республике Саха-Якутия, информационные вывески, режим работы, организации и предприятий должны быть составлены на 2 государственных языках. Безусловно, использование государственных и официальных языков в уличных вывесках является подтверждением их государственного официального статуса и роли в культурной жизни республики. Постоянное присутствие государственных и официальных языков в лингвистическом ландшафте республики представляется мощным фактором языкового воздействия. Также в статье 306 Закона Республики Саха-Якутия о языках указано, что тексты этикеток, ярлыков товаров, произведенных в Республике Саха-Якутия, и иные информационные тексты, содержащие сведения о показанных товарах, оформляются на русском языке, а также по усмотрению производителя на языке Саха или на местных официальных языках. В Республике Саха-Якутия существуют конкретные меры ответственности за несоблюдение законодательства о языках. Так, за несоблюдение требований законодательства о языках Кодексом Республики Саха-Якутия об административных правонарушениях предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2 тысяч рублей, на должностных лиц от 2 до 3 тысяч рублей, на юридических лиц от 3 до 4 тысяч рублей. Но, к сожалению, на сегодня обязательно исполнение требований закона особо не соблюдаются. В связи с этим, в целях обеспечения соблюдения требований закона Республики о языках в Республике Саха-Якутия Управлением по вопросам развития языков разработаны методические рекомендации в части соблюдения статей Закона Республики о языках и переданы во все административные комиссии республики. Во исполнении статей Закона Республики Саха-Якутия Управление тесно взаимодействует с административными комиссиями муниципальных образований республики и городских округов. В 2021 году комиссия 11 муниципальных образований республики Вилюйского, Горного, Кобяйского, Намского, Нерингринского, Среднеколымского, Татинского, Кампонского, Усьмайского, Хангаласского, Черептинского улусов и городского округа город Якутск провели 4148 проверок, в том числе повторных, по выявлению несоблюдения вышеуказанной статьи Закона о языках при оформлении наглядных информационных средств. Проверки проводились среди муниципальных образований, дошкольных образовательных учреждений, школ, спортзалов, учреждений дополнительного дошкольного образования, торговых объектов, ресторанов, кафе и других организаций. Административными комиссиями оформлены протоколы об административных нарушениях, вынесены устные предупреждения и наложены штрафы. Комиссиями ведется постоянная профилактическая работа в виде разъяснений о нормах и требованиях Закона Республики Саха-Якутия о языках в Республике Саха-Якутия. Также комиссии отметили, что проверки по соблюдению закона о языках проводили совместно с работой по выявлению нарушений противоэпидемических мер. Благодаря методическим рекомендациям и активному взаимодействию с административными комиссиями наблюдаются положительные тенденции в оформлении этикеток на 2 государственных языках. Например, среди местных товаропроизводителей республики хочется отметить акционерное общество «Якутский хлебокомбинат», который по итогам всероссийского конкурса «100 лучших товаров в России» был удостоен звания лауреата в номинации «Продовольственные товары». Этикетки полностью оформлены на 2 государственных языках. Радует, что это не единственный подобный производитель на территории республики. Также на 2 государственных языках оформлена этикетка товаров сети дискаунтеров «Больше-меньше», Якутского гормолзавода и других местных товаропроизводителей. Наряду с этим в республике ведется целенаправленная работа по упорядочению и принятию единых требований, норм и правил в области наименования географических объектов. Законом Республики Саха-Якутия
о языках в Республике Саха-Якутия определено, что наименование географических объектов на дорожных и иных указателях на территории республики пишутся на двух государственных языках. При необходимости указанные наименования пишутся и на других языках народов Российской Федерации с учетом мест компактного проживания коренного населения, а также могут дублироваться буквами латинского алфавита. Географические названия входят в число обязательных элементов содержания географических карт. Они употребляются в законодательных и нормативных правовых актах правительства, в официальных документах и публикациях органов государственной власти. Широко используются географические названия и населением в повседневной жизни. Правильная форма наименования на родном языке в наглядных информационных материалах способствует формированию и сохранению исконной языковой среды, грамотного использования языков. В Республике Саха-Якутия территориальную организацию регулирует утвержденный правительством справочник об административно-территориальном устройстве и административно-территориальном делении Республики Саха-Якутия, где содержится наименование населенных пунктов и населяков на русском языке и языке Саха. Для полного охвата географических объектов на языке Саха требуется создание государственного каталога на языке Саха. В целях оказания методической помощи, а также для проведения целенаправленной работы по созданию каталога географических названий на языке Саха, управление периодически проводит совещания с участием глав и работников администрации муниципальных образований, администрации наследников, муниципальных комиссий по развитию языков, работниками земельного кадастра в районах республики. В 2021 году проведено 10 совещаний в формате видеоконференц-связи с 7 комиссиями при главах муниципальных образований Оленёкского, Сунтарского, Татинского, Усалданского, Усьянского, Хангаласского, Черептинского улуса в Республике Саха-Якутия. По результатам совещаний, согласно протокольным поручениям руководителя управления, муниципальными комиссиями совместно со специалистами земельного кадастра, компетентными организациями проведены заседания на районном уровне. Составлены дорожные карты по реализации вышеуказанного направления работы. Например, комиссия Татинского улуса проводится полномерная работа по включению информации о географических названиях улуса в электронное приложение Google Карта. В настоящее время завершена работа по Октябрьскому наследию улуса. В Хангаласском улусе проведен семинар для предпринимателей улуса о соблюдении требований закона о языках членами административной комиссии улуса. Ведется активная работа с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия по упорядочению дорожных указателей на языке Саха. На сегодняшний день управление провело первичную обработку более 1000 дорожных указателей. Работа в данном направлении продолжается. Также в результате взаимодействия с Министерством спорта Республики Саха-Якутия организована рабочая группа по терминам масс-рестлинга, который в настоящее время представляет собой популярный и признанный во всем мире вид спорта, также является одновременно визитной карточкой республики. Пандемия внесла свои коррективы в привычный уклад работы. С учетом перехода на удаленный режим появилась необходимость переформатировать все рабочие процессы в новый формат удаленной работы. Несмотря на это, удалось организовать деятельность по реализации закона Республики Саха-Якутия о языках в Республике Саха-Якутия на должном уровне. Таким образом, в своем докладе я представил вашему вниманию основные моменты реализации закона Республики Саха-Якутия о языках в Республике Саха-Якутия. В завершении выступления я хочу поблагодарить организаторов конференции и выразить уверенность, что данная конференция внесет значимый вклад в паритетном развитии и сохранении государственных и официальных языков республики. Спасибо за внимание. Спасибо, Александр Павлович. Уважаемые участники конференции, есть ли у вас вопросы к докладчикам? Если есть, можно задавать. Здравствуйте. Можно, да, Нина Иннокентьевна? Да, пожалуйста. Угу. Александр Николаевич, ваша работа подразумевает ли связь, налаживание контактов, совместное сотрудничество с федеральными органами? И какие есть планы у республики на предстоящие десятилетия языков коренных народов? Спасибо.
республика взаимодействует по развитию языков с Федеральным агентством по делам национальностей. Ну, совместные работы, проведение семинаров, форумов, участие, выступления. А по поводу плана, ну, план, недавно утвержден план десятилетия правительством Российской Федерации. Мы пока вот изучаем вот этот план. А наши предложения какие будут от республики? От республики, ну, мы соберем сводные предложения от заинтересованных организаций, органов власти, ну, и направим свои предложения. Сперва надо сделать свод. Хорошо, тогда мы рассчитываем на запрос, да, от вас, чтобы внести свои предложения. Да. Еще вопросы к Александру Павловичу? Можно вопрос, Сагдана Ивановна? Пожалуйста, пожалуйста. У меня вопрос к Александру Павловичу. Вот по закону административный кодекс Республики Саха-Якутия, есть данные у вас, оштрафован ли кто-нибудь, нарушая закон о языках России? Да. Я вот на слайде, вот сейчас еще раз повторю. Конкретно у нас есть срез по городу Якутску. Сколько составлено протоколов и сколько вынесено устных предложений. Ну, до 2019 года вот, в основном были только устные предупреждения по соблюдению законодательства о языках. А начиная с 2020 года, ну, до 2020-2021 год, выписаны штрафы на общую сумму 30 500 рублей. Но это в основном по городу Якутску. А и единичные случаи в муниципальных образованиях республики. Спасибо. Удовлетворена ответ. У Александр меня Павлович, несколько вопросов, если... пожалуйста. Да, Николай Павлов, член Совета по языковой политике. Александр Павлович, у меня несколько вопросов маленьких. Я сразу все задам или по очереди? Как вам удобно? Ну, по очереди. Давайте. Как мы все знаем, планируется довольно существенная реформа муниципальных образований. И вот в свете того, что языковое строительство в основном у нас в Улусах передано муниципальным образованием, какая-то работа по прогнозу, как это дело будет поставлено в новых условиях, делается или нет еще? Ну, пока еще просто изучаем, и пока конкретных предложений и конкретных решений по этому вопросу еще не принято. Понятно, спасибо, Александр Павлович. Второй вопрос. Вы упомянули, что разосланы в административные комиссии методические рекомендации. Их где-то можно в публичном месте увидеть? На сайте? Да, методические рекомендации вот разработаны в конце 2019 года и разосланы в начале 2020 года во всех муниципальных, во все административные комиссии республики. Вот административные комиссии, если я не ошибаюсь, Татинского, Черептинского, они на своем сайте они разместили, и мы по запросу можем вам электронный вариант предоставить. Хорошо, спасибо. Считайте, что запрос поступил. Следующий вопрос. Вы упомянули, что вышел в 2009 году справочник, Да. и должен выйти полный государственный каталог географических названий на языке саха. Ну, в первом справочнике я вижу, что там только название наслягов, судя по первой странице. Ну, наверное, улусов, да? А что, кроме этого, планируется включить в государственный каталог географических названий? Какие микротопонимы, возможно, какие критерии включения туда
вот этих самых географических названий. Ага, хорошо. Справочник административно-территориального устройства и деления от республики, да, от 2009 года, она, ну, там включены наименования наследников и населенных пунктов. Просто я на слайде там не смог его, ну, внести, а там есть не только наследника, но и населенные пункты. А по созданию государственного каталога там, там проводится уже, ну, начали работу, да, с муниципальными комиссиями по развитию языков. Они на месте вот должны вот своих, там же должны быть включены все наименования аласов, ручеек, вот долин, вот всех местностей, да. И они вот должны вот муниципальные комиссии на местах все это составить, потом утвердить на уровне глав наследников или глав улусов и направить нам. Ну, Тогда уточняющий вопрос. Вот эти муниципальные комиссии должны быть созданы при муниципалитетах заново или это какие-то уже существующие комиссии? Они уже созданы во всех муниципальных образованиях. Это имеется в виду административные комиссии? Нет, Или это другие? Именно по развитию языков. По развитию языка. Вот список, который вы показывали. Да, во всех муниципальных районах и городских округах. Понятно, спасибо. И еще вопрос. Вы сказали, что в Татинском улусе в Google картах работа ведется, в Хангаласском улусе еще какая-то работа ведется, да? И вот нельзя ли попросить их сделать какую-то обобщающую работу, чтобы вами, возможно, управлением сделать какие-то методические рекомендации другим улусам на основе их опыта? Да, это очень хорошее предложение. Ну, мы, да, начали по этому направлению. Вот Татинский улус вот начал, да, очень хорошую работу по цифровизации, ну, по внесению в Google карты. И мы дальше будем работать, ну, работаем и дальше будем работать по вашим предложениям по созданию методических пособий по внесению Google, ну, Google карту. Спасибо, Александр Павлович. У меня все. Спасибо. Еще вопрос? Да, пожалуйста. Александр Павлович, термин хамыгыятын терьиден медиа управления атахинан улади. Эти термин билибилигин первостепенный хадачы курдук хорудах сорук курдук те. Хадак көрөгөти эти термины хамыгыятын кадары үлелир гына оңорор курдук то де такабиле өнүлемети. Чукута аттырагытта эти бу география терминнерге төгүрүк остоо болбута ди. Оны бары ирдәһәлләр кыра отраслевой тыл жөттәре түргәнлек тахарыкка электронный вариантын ду, кумагы вариантын ду ден. Итене әйе кадак көрөгөтүй. Он эти тух хабети пока тебе вопрос. Эти термин хамыгыятын балыгынятын салбеге салачы Журкова Рима Романовна оңорон ситерен билген бу бигергетиге келдерехтах, антон үлага хаджар, антон уже ол кеннеттен салгыгы хамыгыя тарилен уже үле күскә бары ден эренебит. Еще вопросы? Если нет вопросов, то позвольте. Есть. Можно, да? Пожалуйста. Ойтабын, да? Ага. Дегтярева Мария Геннадьевна, сотрудник сахоязычного СМИ. Ага. Значит, по роду деятельности, по работе я обязана работать с пресс-службами разного уровня, правительства, ну, республиканского уровня, улусного уровня, да? Ага. И в последнее, ну, не в последнее время, а вообще всегда я замечаю, что пресс-службы направляют информацию только на русском языке. Хотя они как бы в сахоязычные СМИ, они должны направлять, на мой взгляд, на якутском языке. Ага, и я у них спрашивала, имеются ли квалификационные требования к работнику пресс-службы по языку, да, по якутскому языку. Они сказали, что у них нет таких требований, и они не обязаны
на якутском языке, значит, направлять информацию. То есть причина того, что у нас информации мало на якутском языке, вот думаю, что кроется именно в этом. И почему, вот вопрос такой, почему в квалификационных требованиях работников пресс-службы отсутствует требование к знанию якутского языка? Даже вот улусные пресс-службы, чурапчинские, кангаласские, намские, все они направляют информацию на русском языке. Все. Вот это эти они беги манна бега Илдерхан Джахалтатыгар департамент информационной политики ден бар. Беги олоргытта эмигле лехеви дебо прохонен албах турурсу болбута албах кепсети идылыбыта муньяктар да терилибиттера. Эти хайсханын үле барыктах, эти ирдебиллер квалификационный ирдебиллер бар сахатылынан сурулуктактен бар болуктактен эти олус сөпке тагыт этинник ол хаянда тутулуктак тойтырген сахатыла мен сударственный тыл болор. Ол ehen ол хаянда булгучу толурулуктак. Онна кихинен эти нучалы ыталлара эти сахалы сөпке онна үддік таханнақты кете сурьер жонлары тибеттеріттен болу диханы эти тухтары. Ата кете ирдебил тухунан биһиги үлени ытабыт салгы ытык бутаганы.